Виктор очень быстро мог находить общий язык с какими-то людьми, очень любил спорить с людьми, даже если это были какие-то незначительные темы, вроде того, что, не знаю, о том, что бесполезно пить витамин С, когда ты болеешь. Конечно, этим он немного иногда подбешивал людей. Сейчас очень сильно на судах рассматриваются вопросы каких-то кличек, прозвищ, что у кого-то были какие-то кодовые имена. Витю мы действительно какое-то время даже называли Гена. Человек очень сильно был запарен на гигиене и постоянно всех учил, что сколько раз нужно в день мыться и все такое. В Омске, да, интересно. Проблема, наверное, в том, что там реально очень низкие зарплаты. Это Сибирь. Реально, по ощущениям, в этой стране можно спокойно жить только в 2 городах. Удобно. В остальных городах труднее. Виктор был заинтересован в каком-то карьерном росте, потому что в Омске возможности для карьерного роста попросту отсутствуют. А тут Санкт-Петербург, такой большой раздолье, так много сфер, так много направлений, бери не хочу. Я летом перед этим уехал первый раз на вахту на север, я археолог. И так как жил в частном доме, мать у меня осталась одна, а в частном доме очень много работы. И Витя, наверное, единственный человек, который, допустим, приходил к моей матери по любой просьбе и помогал со всем. Моя мать очень хорошо его тоже узнала, полюбила. И я до последнего даже и не рассказывал о его проблемах с законом. Она в итоге все равно узнала об этом из телевидения, где его начали обвинять, что он какой-то идеолог террористического сообщества. Она очень переживает. Человек реально начал строить какую-то взрослую жизнь, зарабатывать серьезные деньги, нашел женщину, которую любит, и заключил с ней брак. Он был очень открытым, отзывчивым человеком. В Петербурге он получал достаточно много денег. Все-таки зарплата в IT-сфере — это не то же самое, чем просто зарплата какого-то, не знаю, рядового рабочего. И другой друг Витя, который тоже из Омска, и он работал, когда начал только работать в ТИРе в Санкт-Петербурге, Витя ему там помогал деньгами, например, потому что друг жил с женой, им не всегда хватало. Витя всегда был открыт к помощи, и он не просил ничего взамен. Для него это просто было так надо. Это нормальное состояние, когда у твоего друга что-то случается, и ты ему помогаешь. В моем круге общения очень много ребят, которые иногда творят всякие шалости противозаконные, мелкие. С Витей такого никогда не было. Человек не имел никаких вредных привычек, он отказывался всегда от алкоголя, от никотина, тем более от наркотиков. При этом был толерантен к людям, которые подвержены, допустим, этим зависимости. Но нацистские формирования становились все серьезнее, люди взрослели, они уходили, кто-то начинал работать, например, в ЧОПе, кто-то начинал открывать свои учебно-патриотические кружки, все обзаводились оружием, и, конечно, это создавало такую иллюзию, что правые находятся значительно впереди нас, и еще пройдет немного времени, и мы просто будем легкими добычами. И в ответ на это сначала начались различные соревнования и, в принципе, пропаганда единоборств в левой среде, когда, собственно, и начались эти мероприятия вроде «Не сдавайся», «Позади Москва». Это как раз антифашистские турниры по единоборствам. Проводились различные лекции, мастер-классы по ножевому бою, как, по самообороне. Я хорошо была знакома с Дмитрием Челинцевым, с Лешей Курским, и у нас были достаточно дружеские отношения, и сначала люди просто пропадают из твоих каких-то контактных листов, то есть ты месяц-два вообще их не видишь, они тебе нигде не пишут, нигде не отвечают. Мы с Виктором замечали слежку за нашим домом, но для нас это было такое, просто забавно. Когда за Виктором следили, он специально шел такими очень дурацкими маршрутами, которые человек, который шел за ним, тоже повторял. Утыкался куда-нибудь в тупик, и человек, который тоже утыкался в тупик и не знал, куда ему идти, потому что там только подъезды стояли. Он такой: что
же делать? Что же делать? И Виктор рассказывал, что человек, который, ну, вот этот человек, который за ним следил, он стоял в тупике, то есть он долго за ним ходил, встал в тупик, и все, что он смог сделать, это достать из кармана какую-то бумажку, выкинуть ее в мусорку и уйти обратно. Ну, такой, просто человек решил пройти очень долгий маршрут ради того, чтобы выкинуть мусор. Когда я дозвонилась до Санкт-Петербурга, до какого-то сотрудника, он мне сказал о том, что, ну, типа, к сожалению, я не могу вам дать много информации, но я вот сейчас по базе вижу то, что этот человек, его как бы, ну, он не был зарегистрирован на рейс, то есть он не садился в самолет. И я пробыла еще в аэропорту до часу ночи, ну, в надежде, что там, ну, мало ли. Конечно, я уже понимала объективно то, что самолетов никаких из Санкт-Петербурга или там из Минска нет. И то, что это просто чисто физически не может произойти, что Виктор как бы выйдет сейчас из ворот прибытия.